В Кыргызстан 20-летний Эдгар Уангира прибыл из Кении. За 1000 километров от дома он оказался после знакомства в родном городе Момбаса со студентами из Таджикистана. От них он узнал о Центральной Азии и возможности продолжить получать образование здесь. Теперь, в День независимости Кении, он рассказывает о культуре и достопримечательностях родной страны своим новым друзьям, сокурсникам из Университета Центральной Азии. Эдгар Уангира живет практически на линии экватора. По его словам, в Кении обитает воинственное племя масаев. Эдгар рассказывает своим товарищам, что на его родине можно за один день увидеть большую африканскую пятерку – слона, носорога, буйвола, льва и леопарда. В Кении намного жарче, чем здесь, особенно в моем городе Момбаса. Он находится на берегу Индийского океана. Влажный климат и очень душно. Когда я приехал сюда, был в шоке. Мне было постоянно холодно, я очень тепло одевался. Но сейчас, видите, уже хожу в футболке. Я думаю, лучший способ узнать о стране – это найти себе друзей из этой страны. Теперь у меня здесь много товарищей. Я изучаю науку о земле и окружающей среде. После окончания обучения планирую вернуться домой и работать в сфере обработки и переработки. Хочу использовать новые навыки, чтобы решать проблемы экологии. У нас в стране сейчас появилось много таких проблем. Как и Эдгар Уангира, многие студенты УЦА не рассматривают учебу как способ уехать в развитые государства Запада. Они хотят улучшить жизнь в своих странах. Университет для них служит трамплином для собственного развития. Айгерим Джаанбаева, студентка 2-го курса факультета коммуникаций и СМИ. Обязательную стажировку этим летом она проходила на международном фестивале азиатских фильмов в Лос-Анджелесе. Теперь она хочет быть не журналистом, как планировала изначально, а снимать документальное кино. И для этого ей не придется менять учебное заведение. И там были очень много таких знаменитых артистов и кинорежиссеров. И также был момент, когда мы смотрели фильмы, и вот продюсеры и актеры сидели за нами, а потом они выходили и отвечали на вопросы. Вот. Это было очень увлекательно и интересно. Я хочу снимать такие фильмы, которые основаны на реальных событиях, которые будут передавать какую-то мысль другим людям. После того, как я съездила в Лос-Анджелес, то есть все кардинально поменялось, как я смотрела вообще на киноиндустрию. То есть если до этого в Кыргызстане дома, когда сидела, смотрела фильмы, или даже когда в кинотеатре видела фильмы, мне казалось, что это очень далекая мечта, что чтобы такой фильм снять, нужно быть, не знаю, очень каким-то суперчеловеком. Но после того, как я съездила в этот фестиваль, я увидела очень много известных режиссеров, известных актеров, актрис. Я поняла, что... И когда я с ними начала общаться, я поняла, что они просто обычные тоже люди, как и мы. И ты видишь, что если я тоже как студент или другие люди, тоже такие молодые же кыргызстанцы, как и мы, если мы будем стараться, да, если мы будем работать, то это вполне возможно, и это не далекая мечта, а для меня это уже стало целью. Определиться с приоритетами, выбрать досуг или решить, куда отправиться на стажировку. Студентам помогают координаторы студенческой жизни. Они также отвечают за организацию спортивных и культурных мероприятий и помогают приспособиться к жизни в кампусе. Желающие могут стать участниками любого из более чем 10 клубов по интересам. Если ни один из них по каким-то причинам не устроит, можно самому создать новый. У меня более 130 студентов. Если так посмотреть, всех молодых людей, будь они из Кыргызстана или других стран, в основном волнуют одни и те же вопросы. Все они одинаково скучают по дому, одинаково нуждаются в понимании. Кто-то может даже впасть в депрессию. Чтобы этого не случилось, стараемся хорошо организовывать их досуг. Очень хорошо помогают в этом их стажировки. Они узнают много нового, и у них просто не остается времени скучать. 2 студента из Кыргызстана, никогда ранее не бывавшие за границей, побывали в этом году в Кембриджском университете Великобритании. За 2 недели стажировки ребята почерпнули много нового. Такие поездки, говорят педагоги, помогают молодым людям узнать о существующих в современном мире возможностях и более определенно понять, какое место в нем они хотят занять. Болот Исаев, Джанрабек Дугдурбекулу, НТС.